Железнодорожные пути Республики Башкортостан связывают западные и центральные районы Российской Федерации с Уралом и Сибирью. Часть из них проходит по территории региона. В Башкортостане 1325 километров железных дорог и 45 станций. Основные направления – Уфа-Туймазы, Уфа-Кумертау, Уфа-Кропачево, Чишмы-Абдулино, Карламан, Белорецк. Уфа, Стерлитамак, Салават, Мелеуз, Кумертау и обратно. Это маршрут нового скоростного поезда «Орлан». Расстояние от Уфы до Кумертау 240 километров. Время пути 3 часа 50 минут вместо 6 часов 50 минут, как было раньше. В числе первых пассажиров глава Башкортостана Ради Хабиров. Небольшая экскурсия. Я же генеральный директор Башкортостан ППК Гармаш Антон. Мы с вами виделись очень раз, снова с вами встретиться. Современный рельсовый автобус третьего поколения отличается соответствующей шумоизоляцией, что важно для региона, для Башкортостана. Тут климат-контроль, то есть и летом будет поддерживаться температура прохладная, не будет жарко. Нужно открывать окна, не будет пыль залетать. То есть человек создан максимальные условия. Новая светодиодная техника, система обеззараживания воздуха. Очень важно, учитывая, о чем Вячеслав Витальевич говорит, развитие туризма, широкие полки. То есть сейчас даже рюкзаки, и, соответственно, мы график таким образом сделали о том, что те жители юга Башкирии спокойно, приезжая сюда в Уфу, буквально 30-40 минут пересаживаются на поезда в сторону юга, Москвы, севера, потому что все логистика выстроена. Соответственно, широкие тамбуры. Это туалет, да? Это туалеты, да. Современные туалеты, система обеззараживания воды. Их два здесь, соответственно, даже по времени в поездке 3,5 часа. Прекрасно. Да, можешь сходить. А это просто какая-то... Да, тут хозблоки, соответственно, для того, чтобы убирались и проговаривали. Всего вместимость 362 места можем переводить. Это вот один вагон, да? Да, это один вагон. Очень важно о том, что здесь герметизированные. Тут, как раньше, едешь, снега не будет, ничего, тепло, хорошо, тепловой контур. Спокойно можно переходить, да? Совершенно верно. Приспособлены два места для перевозки МГН и поднятия устройств, соответственно, их непосредственно. А устройство есть, да? Безусловно, да, все. Причем мы видим заявки, которые жители республики идут, они как раз идут с юга области для того, чтобы перевозить МГН. Да. Кто-то в больнице, мы здесь отслеживаем, да, безусловно. Интересно. Ну как? Это вот... Кабина управления, рельсовый автобус РА-3. Машинист, мотор вагонного доподъем Киселев Сергей Александрович. Данная модель уже рельсовый автобус третьего поколения. В первую очередь предназначен для улучшения качества обслуживания пассажиров, к чему мы ведем. Также оборудован у нас климат-контроль полностью. То есть летом... А видеокамера сюда уходит? Видеокамеры у нас находятся по всему, да, есть табло. Мы также смотрим, можем видеть всех пассажиров, которые заходят, выходят, как они находятся у нас в салонах, что делают. Также у нас камеры расположены полностью спереди, сзади. Видео машиниста, помощника, все полностью происходит. А вот максимальную скорость какую разгоняете вы, вот, когда идете? Данный рельсовый автобус у нас уже 120 км в час предназначен. Ну, это так серьезно. Да. Потому что я всегда удивляюсь. Вот я сидел, считал, высчитывал. 3 часа 50 минут до Кумертау. Это надо хорошо ехать на легковом автомобиле. Ну да. Ну, сами вот, наверное, ездили. Ездили. Особенно вот после Стерлитамака, когда у нас двухполоска идет, там сложновато. Поэтому очень, мне кажется, такая хорошая история. Получилась средняя маршрутная скорость, если посчитать, практически 80 км в час. Это вот ни один автомобиль по городу не выйдет и столько не проедет. Да. То есть это от начала до конца получилось 76 и 80. 80 км в час. Вот почему вот остановки по сколько минут? Остановки у нас заложены по 1 минуте. То есть успевает, в принципе. Мы останавливаемся. Человек предупреждается, подходит, вышел, зашел и полетели. Двери автоматически, все открывается быстро, хорошо, легко. Подножки выдвижные выдвигаются для комфорта пассажиров. Минуты хватает полностью, чтобы зайти-выйти. Добрый путь. Ладно, спасибо. Спасибо. Добрый путь.
Добрый день, дорогие друзья, уважаемые гости и пассажиры. Сегодня для Куйбышевской железной дороги Республики Башкортостан знаменательное событие. Запуск современного дизельного пригородного поезда отечественного производства рейсового автобуса «Орлан» по маршруту Уфа-Кумертау. Слово имеет глава Республики Башкортостан Радий Фаритович Хабиров. Добрый день, дорогие друзья. Добрый день, уважаемые пассажиры. Вот буквально через несколько минут поезд полетит на юг нашей республики. Я сегодня хотел прежде всего выразить слова благодарности руководству Куйбышевской железной дороги. Вот если бы мы все так быстро работали, как они, мы 3 месяца назад договаривались об этом составе, и вот через 3 месяца мы уже идем. Я сразу говорю, что у нас в планах Восточный, еще Западный экспресс. Я очень надеюсь, что вам понравится данный состав, комфортные, хорошие условия, безопасные условия. Поэтому всех поздравляю, будем ездить. Мы были, когда молодыми, я говорю, на плацкарте ездили, чтобы доехать до Салавата. Поэтому вот сейчас все это будет значительно быстрее и комфортнее. Добрый путь всем. Слово для приветствия предоставляется начальнику Куйбышевской железной дороги, филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги» Вячеславу Витальевичу Дмитриеву. Уважаемые друзья, сегодня важный день для Куйбышевской железной дороги и для Республики Башкортостан. Мы сегодня с вами открываем прямое сообщение между Кумертау и Уфа. Если раньше поезд ходил почти 7 часов, то сегодня даже с пересадкой в Стерлитамаке 40 минут приходилось ждать. То сегодня уже это прямое сообщение. 3 часа 50 минут. И это не предел. Мы должны с вами сейчас посмотреть, насколько он будет востребован, насколько будет востребована эта услуга. И дальше мы можем с вами ускорить его до 3:20. Есть задача такая 3:20. Ну и вообще это самый современный подвижной состав на российских железных дорогах с точки зрения дизельной тяги. Я приглашаю вас принять участие в первом пуске нашего «Орлана» по маршруту Уфа-Кумертау. Добро пожаловать! Спасибо вам, Радий Фаритович Вячеслав Витальевич, за теплые слова и подарок для жителей республики. Радий Фаритович, у вас билет есть? Есть, я не заяц. А сколько стоит? Ой, тут 22 рубля. Мы дойдем и едем. Мы сдадим и едем, да. Сюда Алгу как-то можно, чтобы они по Алге шли? По карте Алга. На данном этапе нельзя здесь, тут нету эффекта больших цифр. Так? Нету эффекта больших цифр. Если по опыту Москвы идти, это же межмуниципальная перевозка, а здесь мы рассматриваем общегородскую по уфимской агломерации. Поэтому на этом этапе нельзя, но в перспективе можно, если перенимем практику Дептранса. Но все равно надо думать об этом вот так что. Стерлитамак 343 рубля, до Салавата 416 рублей, до Мелюза 512, Кумертау 576. Но это дешевле, чем действующие даже Ларгусы, автобусы. И самое главное, быстрее и безопаснее. Быстрее, безопаснее. Во сколько начало движения? 18:39. 18:39. А утром из Кумертау во сколько? 6 утра. Нет, не в 6. 4, по-моему. 4 местного, 4 часа местного, да, 4 местного. Потому что вот здесь... Он в 8 утра прибывает, и как раз о чем я вам... То есть это, наверное, расчет такой, что на работу можно. Да. Там, или пробежаться. Сел, выпил, когда ты сел, отдохнул, подремал. Утром в 4 утра выезжает, в 8 приезжает, а потом? И потом уезжает снова в 18:39. И о чем вот говорим, о том, что если крайне будет востребовано, мы готовы по решению субъекта уже вторую пару запустить. То есть он приехал, 2 часа развернулся и в 9 часов уже уехал. И он будет откручивать. А вот вторую пару есть возможность завернуть, допустим, пока проба пера, как говорится, именно в туристический в такой сезон? Или мы обязаны там погоду запустить? Поэтому мы говорим, чем раньше мы запустим, как раз под летний график будет вообще замечательно. Вот я о чем я говорю. Он же сделан еще расписание таким образом, что привязан к дальним поездам. С Гостуризмом едем на Айгир и там изучаем полностью механику. И планируем также проехать в Кумертау, также изучить потенциал у Кумертау гораздо интересно больше. же будет. Конечно, геопарк Таратам, мы уже говорили с туроператорами, буквально вчера я связывалась, очень интересный и безопасный для детей, особенно для школьных поездок. Вот мне кажется, когда школьники начнут брать вот так вот. Нет, сели. Сели, все. Да.
До отправления поезда остается 1 минута. Пригородный поезд 6717 Орлан с сообщением Уфа-Кумертау будет отправляться в 18 часов 39 минут и следует до станции Кумертау. Провожающих просим выходить из вагонов. А, тут же и провожающие могут зайти, да? Ради Фридович, ну, как чувство? Ну, чувство радости, потому что это очень... Это дело. Это то, что вот я люблю говорить, счетное табло. Вот результат. И я очень признателен команде РЖД, потому что это, я говорю, если бы мы так работали быстро, тоже научились. 3 месяца, раз. Понятно, подготовительная работа была и так далее. Сейчас я уже о другом. Для меня это уже решено. Сейчас вот для души прокачусь немножко. Вот. Меня уже вот волнует вот эта история Восточной и Западной экспрессы, там, чтобы долетать. Уважаемый начальник дороги, уважаемый Фаридж, машинист Киселев Сергей Александрович, готовы к отправлению по маршруту Уфа-Кумертау. Разрешите отправиться на график? Разрешаю. Зеленый тестоgram включили, слева-справа порядок без замечания. Контроль двери есть. Поехали. Время вышло, 16:39, Алга. Слева порядок без замечания. Вот современный уже подвижной состав. Мягко идет, да, вот там? Да? Ощущение вот такое. Да, мощь какая. Двигатель обычный. Да. Ну, как обычный. Ну. Ради Фридович, позвольте спросить, а Республика Башкортостан какое вообще участие приняла в этом процессе? Мы решали, это же все-таки РЖД, мы решали все организационные вопросы, которые возникают, информация организационная, которая возникает, тут решение чисто технических вопросов, поэтому вот, здесь. Но у нас это же только одна очень узенькая сфера нашего сотрудничества с РЖД. РЖД же еще крупнейший грузоперевозчик. Это вот, по сути, экономика республики без РЖД не будет рабочей. Можно производить, но если эффективно не переводить вовремя и дисциплинированно, этого не будет. Это правая белая. Да, это правая белая. Но по нашему проекту мы ее чуть-чуть переносим, сносим. Ну, то есть мы перемещаем ее и, по-моему, вот здесь делаем. Здесь разворотный круг в соответствии с этим, вот здесь. Это мост через белую уже. Да, все, мы выехали, все. Дойдем мы здесь буквально 15 минут, все. Очень удобно. Я вот хочу посмотреть наш набережную отсюда. А, да, вот оно, Вот да. это уже мы в этом прошлом году доделали. Вон до того места. Уже выселяли. А это здесь какой-то тахограф стоит или что здесь? А это у нас как вот это... Программа, которая, она... Карта забита. Она не дает машинисту превышать скорость. То есть она ему подсказывает, что впереди. Объявление, все, интересно. А у нас сколько осталось? Все, мы подъезжаем. Пойдемте посмотрим. Ну как вам, нравится? Куда едете? Но здесь спокойнее. Во-первых, безопаснее, и по цене, в принципе, нормально получается. А вы студенты, да, получается? А удобно, вот, ну, в 6 утра, в принципе, вы даже, получается, в 5 утра, вернее, в 6 утра можете выехать, а нет, 4 утра в понедельник и успеть на занятия, да? Да. Да? Давай. Спасибо. Тоже студент, да? Нет, школьник. Школьник еще? А давайте. Хорошо учитесь. Как будто бы день рождения. Такое Это и настроение. есть день рождения. На самом день деле. рождения нового маршрута. Так, ну что ж, поехали первый такой небольшой этап, да? Уже, все. Где мы?
Как вообще вам по ощущениям, Рафич? Как едет поезд? Мне вот мягко едет. Мне вот так мягко, спокойно. Он же даже когда скорость развивал, вот при нас он до 90 развил. Вы почувствовали? Нет, я не почувствовал. Он может где-то до 100 получается. Вообще технически сказали, до 120 километров может. Ну, во-первых, мы существенно увеличим и туристические потоки. Да. Существенно увеличим. Я думаю, что... Такая комфортабельная как это, услуга. То есть пассажир идет, пассажир чувствует это и, соответственно, он увеличивает. Потом родители, я вот даже на девчат маленьких гляжу, да, вот родители, я сам родитель, спокойно посажаешь в этот поезд, понимаешь, что спокойно села, безопасно, доехала, и там все-таки, ну, транспорт автомобильный все-таки. Ну, буквально чуть-чуть, и мы вот здесь. Выскакиваем, да? 11 минут. Сколько стоит? Минуту. Минуту? Вот, смотрите, пассажиры. Все, даже ждем, и сейчас будут подсаживаться и заполнять. Вот они сейчас удивятся. Открываются двери, а тут выходит Ради Фаритович Хабиров. Здравствуйте. Здравствуйте. Ради Фаритович, а теперь важно ведь транспортно-пересадочные узлы делать. Да, мы сейчас как раз обсуждали. Мы первые начинаем в этом году. Это вот на 1652 Он сейчас называется по-другому. Они его уже переименовали, он называется Дворец спорта. Потому что там сверху поднимается на Дворец спорта. Буквально вчера, 31 марта, пришел приказ по переименованию. И мы его обустроим. Ох, поехали. Здорово. Ну все. И красивый поезд какой. И красивый, и удобный. Ладно, посмотришь. Спасибо. После вашего последнего посещения открыли беспросадочные камеры хранения. То есть люди могут туда идти. Да, очень удобно. Да, очень удобно. С карточки, то есть минут человек уже оплатил. То есть, в принципе, востребовано. Сам открываешь, сам по штрих-коду уже открываешь. Чекает, вот считывает аппарат, уже сам открываешь. Мы в прошлый раз с вами были, здесь еще стулья, точнее, сиденья были не совсем завершены, сейчас уже завершены. Вот эти красивые. Включили, да, у них беззарядное устройство, поэтому уже сами до себя пользуются. Уже и кафе мы открываем. Секундочку, да, зал ожидания. Вот у нас. Открыли ларек, пожалуйста, там расписано. Да, вот эти. Да, вот видите, находится в ожидании. Как пригородных поездов, это Москва. Как пригородных поездов, так и дальше. Вообще вот эти, конечно, я тогда обратил внимание, очень здорово. Уважаемый Вячеслав Витальевич, уважаемые коллеги, вот, недавно только здесь с вами вместе собирались и обсуждали дальнейшее развитие взаимодействия РЖД и нашей республики. И мы уже видим определенные и существенные результаты нашей деятельности, соответственно, соглашения о сотрудничестве между республикой и АО РЖД. Отремонтированы вокзалы в Стерлитамаке, Салавате, Туймазах и Выгляну. За это большое спасибо от жителей, потому что действительно все-таки железнодорожный транспорт у нас довольно популярен. Ведется работа по созданию новых перспективных маршрутов железнодорожного сообщения. Вообще, в целом, мы в правительстве часто обсуждаем вопросы, связанные с взаимодействием РЖД. Очень динамично, на мой взгляд, работа идет, очень слаженный у вас коллектив. Устав РЖД и все-таки традиции, которые заложены в РЖД, они на самом деле очень серьезные, очень организованные, очень дисциплинированные. Нам есть где-то поучиться у вас. Я сегодня хотел сказать еще раз спасибо за ту работу, которую мы проводим по реконструкции нашего ЖД вокзала. Мы видим, и люди очень оценят. Вот сейчас мы пошли посмотрели, совсем другая история. Мы тоже помним вокзал тех времен, наверное, как это было. Конечно, мы очень рассчитываем на то, что последующие проекты, как Уфимское железнодорожное кольцо, так уж мы его называем, будет тоже развиваться, потому что я вижу, он тяжело идет, он очень затратный, но он, на мой взгляд, очень нужен Уфе, как раз вот завершить, скажем так, нашу работу по реконструкции и реформированию транспортного кольца и транспортной инфраструктуры Уфы. Поэтому, Вячеслав Витальевич, вам огромное спасибо, вашей команде спасибо. Пожалуйста, вам. Фарич,
Я бы хотел коротко доложить о текущих состоянии работы Куйбышевской железной дороги на территории Республики Башкортостан и, соответственно, обновить статус тех проектов, которые мы совместно с вами ведем. Объем налоговых платежей в республиканские местные бюджеты составил 364 миллиона. Это увеличение на 7% к прошлому году. Инвестировано за 2020 год 3 миллиарда рублей. Безусловно, это с учетом пандемии снижение к уровню 2019 года, но уже в 2021 году планируется увеличение до 3,8 миллиардов рублей, и это только инвестиции. Мы в текущем году вкладываем в развитие пассажирской и обновление пассажирской инфраструктуры более 85 миллионов рублей. Это и платформенное хозяйство, это и вокзальное хозяйство. Вот. Уфа, Кумертау. Вот. Это первый наш с вами Южный экспресс. В следующем мы планируем уже с вами западный реализовать экспресс и планируем реализовать восточный экспресс. Западный — это у нас до Приютова, Уфа-Приютова. Это мы со следующего года планируем. Безусловно, мы видим реализацию данного направления с помощью электропоездов «Ласточка», новый подвижной состав, комфортабельный, с рециркуляторами, с климат-контролем, с туалетами и так далее. Ну, то есть очень комфортно. Ну и, безусловно, третье направление — Уфа-Белорецк, тот маршрут, двухпозиционная «Ласточка» с постоянным переменным током. Опытные поездки у нас уже проведены. Анализируется пассажир, вносим в план заказ на 2022 год и, соответственно, смотрим по пассажиропотоку. Вот на слайде приведены, на какой пассажиропоток мы ориентируемся. Безусловно, основной — это Уфа-Приютово, это серьезно, 220 тысяч пассажиров в год. И немаловажно, что каждый электропоезд по типу «Ласточка», «Орлан», он ориентировочно снимает почти 100 автомобилей с автомобильных дорог. То есть пересадка. Это безопасность, это скорость, это комфорт, это точно во времени. Прибудет пассажир. Следующий проект — наша городская электричка, по которому мы с вами планомерно работаем уже на протяжении нескольких лет. В прошлом мы уже сделали высокие платформы, 8 остановочных пунктов, 16 пассажирских платформ. В текущем году мы делаем платформу, вот этот дворец спорта и станцию Черниковка. Вокзальный комплекс Уфа, он уже преобразился, уже люди хорошие отзывы, теплые, как домой себе приходят. Здесь красивое кафе, мы в прошлый раз были у вас с вами в конкурсе, там уже теперь открыли кафе, буквально 2 дня назад уже люди получают удовольствие от вокзального комплекса. В этом году мы запланировали работы в конце мая, в июле мы получаем ЗОС, окончание строительства в полном объеме завершаем. В этом году мы к августу месяцу должны завершить бизнес-зал. Там сейчас идет ремонтная работа, бизнес-зал и небольшой мини-отель в вокзальном комплексе, который был предусмотрен, то тоже это здесь завершаем. Соответственно, как только мы получаем завершение первого этапа, мы приступаем ко второму этапу. Это наш удлинение туннеля до 4-й платформы и реализуем второй этап. По итогам второго этапа мы закончим реконструкцию вокзального комплекса. И на вокзальных комплексах мы в обязательном порядке устанавливаем музеи. У нас в каждой субъекте на железнодорожном вокзале есть свой музей. Поэтому мы здесь сделаем, отремонтируем, выделим помещение. Я прошу с точки зрения тематических наполнения объектов тоже поучаствовать республику. Поэтому очень тесное у нас взаимодействие по всем направлениям, по всем программам. Я благодарен вам лично и вашей команде за наше такое тесное взаимодействие. Даже по тем экспрессам, которые есть, южный, восточный, этот, мы понимаем, куда двигаться и в какие сроки. И это очень важно. Очень редко, когда бывает, что мы приняли решение и через 3 месяца запустили. Это прям, я очень признателен. Я этого события ждал, честно говоря. Фрич, поговорили, открыли, это здорово, ну а теперь у нас Белорецк, теперь у нас еще другие направления. Белорецкий, Приютово. То есть западный, получается, экспресс и восточный экспресс. Белорецк, Приютово. Ну, планируем. Это следующий год. Да. Я еще раз говорю, что очень организованно работают наши коллеги.
Поэтому я думаю, что все вот случится. Поэтому ждите, в следующем году также прокатимся на хорошей красивой ласточке. Мы же хотели сегодня поехать до Стерлитамака, но просто наши графики не совпали. Я бы с удовольствием проехал сейчас до Стерлитамака на этом поезде. Тем более, вот что важно на этом поезде, человек уже сейчас привыкает к комфорту, ему все больше нужно действительно, вот очень правильная история, что вот пока еще вот нету, но потом со временем, пожалуйста, кофе, чай, водичку попить, соответственно. А даже на обратном пути, потому что на обратном пути вечер, и перекусить какие-то, соответственно, бутерброды можно продавать. Ну и какие-то, наверное, мониторы установить для того, чтобы можно было в дороге смотреть. Я думаю, что все это со временем, вот, дополнительные услуги для пассажиров, они появятся. Вопрос относительно вас. Вот вы же в студенчестве в плацкарте ездили в сторону Кумертау? Очень редко. Там, знаете, такое бывало, когда там на автобус прозевал или что, или попал в ночь. Поэтому такие тоже были, конечно, но не самое лучшее удовольствие было. Ну да, не самые лучшие времена, зато счастливые все равно же. Да. Юность. Спасибо.